сказано. Итак, дорогие друзья, нас ждет Но на подходе. легкой весовой категории. Итак, Синий уже угол. озвученный тобой Приглашается Супров Довлатов, тот боец самый. из города Екатеринбурга, представляющий спортивный клуб Жашкуч Атамбек Улу Алматбек. Все очень серьезно, очень в хорошем смысле слова пафосно. 3 заветные буквы. Нет, это не ЦРУ, и не ФБР, и не КГБ. UFC на шапке у бойца. Да, это UFC. Мы видим, что вышли представители достаточно известного киргизского клуба Жашкуч. Мы видим их практически на всех стартах по ММА в нашей стране и там в ближнем зарубежье. Это очень многочисленный клуб, огромное количество филиалов в разных городах России, в том числе и в Екатеринбурге. И один из них завоевал право драться за пояс в легкой весовой категории. Алматбек, город Екатеринбург. Его соперник приглашается в красный угол клетки. Боец из Екатеринбурга, представляющий спортивный клуб «Олимп», Сухроб Довлатов! Ну что ж, Сухроб Довлатов, боец, который нашумел уже во всех отношениях. Надо сказать, что Сухроб поставил рекорд, он набрал максимальное количество очков среди всех участников нашего турнира. И он настолько глубоко вырвался в лидеры, что последний турнир из серии он просто пропустить не пропустил и выступил, правда, не очень удачно на профессиональном уровне. И сохранил за собой право драться за пояс из того, что ближайший его преследователь, но фактически на 8 очков отставал от него. Саш, вопрос такой, насколько этот бой для Сухроба серьезен в плане уровня соперника, бэкграунда? Это разминочный бой или ни в коем случае не разминочный? Или это конкурентный бой изначально? Это не разминочный бой и, наверное, самое как бы уязвимое место в данном случае то, что Сухроб не знает соперника, да. Темная лошадка у нас Алматбек получается. Потому что на тех турнирах, где он был, то они разводились в сетке, то вот на последнем турнире Сухроб не участвовал, потому что у него был, так скажем, перебор по очкам. Вот первый раунд. Сухроб имеет очень сильный оверхенд. Он сейчас пытается поддавливать, ставит к сетке своего соперника и выцеливает, наверное, удар. Сухроб обладатель стильной бороды, опять-таки. А это один клуб, и, собственно, может быть, им пора бы уже переименоваться в клуб бородачей. К вопросу, да, о бородах. Что пытается сейчас сделать? Резкий проход в ноги, бросок. Очень хороший амплитудный, но при этом отдает шею. Но не хватает мощи. А вот и хватило попытка гильотины в стойке. Соперники упали. Сейчас Жашкуч находится сверху в доминирующей позиции. Но я думаю, что не все потеряно для Сухроба, и он будет выходить сейчас из этого положения. Очередной дилетантский вопрос. Может ли Сухроб из этого положения сделать мостик? Или ему, в принципе, не нужно это делать? Смотрите, есть огромное количество путей, как можно выйти из положения, когда ты в гарде. И огромное количество и болевых, и всего остального. Вот сейчас, например, Сухроб пытается закинуть треугольник. А сейчас пытается выйти на рычаг локтя. Посмотрим, как этому удастся. Взял очень плотно взял. Болевой! Да, болевой.
Армбар в исполнении Сукроба Довлатова. Вот так вот. Если боксеры залезают на канаты, Да. то бойцы ММА... Залезают на клетку. Но Сукроб себя чувствует хозяином в этом октагоне. и Даже может странно, себе что это он не позволить. сделал обратные сальто. Я думаю, он поберег силы. Но он абсолютно заслуженно берет пояс. Абсолютно заслуженно. Саш, как ты считаешь, Егор Голубцов смотрел этот бой сейчас? Егор Голубцов сейчас находится в раздевалке. И единственный его фокус сейчас это его соперник в главном бою сегодняшнего вечера Константин Веселкин. И я уверен, что завтра Егор обязательно посмотрит его в записи. И, наверное, не один раз. Мы Но вот так не сегодня. ненавязчиво анонсируем поединок, который сегодня вы, дорогие друзья, увидите. Егор Голубцов против... Константина Веселкина, Кубок Урала и Сибири. Друзья, не пропустите, оставайтесь с нами. В Петербурге сегодня вечером на Уралмаше очень интересно И очень жарко. и очень жарко. В принципе, можно было бы назвать турнир даже Уралмашевская жара. Наверное, да. Мы стараемся ходить от нецензурных названий. Но я иронизирую. Я сегодня просто, когда ехал на работу, послушал радио Юмор ФМ. Иван Ургант меня взбодрил. Понятно, понятно. Так, Юмор ФМ должен нам за рекламу теперь тоже. У нас уже список. Точно. Список должников. Я думаю, что нам пора, да, начать уже вести списочек. Вот мы видим команду поддержки. И Женя Чубраков. чемпион Европы WBO вручает пояс Сукробу Довлатову. Евгений Чубраков, кстати говоря, в феврале будет драться. Защищать свой титул, дорогие друзья. Следите за анонсами на телеканале Бокс ТВ. Отлично. И мне кажется, что это очень интересная история. Бокс и смешанные единоборства в Екатеринбурге достаточно тесно переплетены. Абсолютно, абсолютно. Мы устраиваем совместные турниры, пытаемся помогать друг другу. И вот мы видим, что Евгений Чупраков пришел, чтобы внести грандиозности, наверное, да, в праздновании победы. И Добавить значимости. Добавить значимости точно и статуса, безусловно. Итак, Саша, что у нас ждет дальше? Следующим боем